1xBet – надежный букмекер. Делайте ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатывайте больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Итак, посмотрим, как проявят себя дебютанты в этом поединке. Мы видели противостояние дебютанта Бубакара Сидика Шапиева и Резвана Дешекова в предыдущем бою. Но, несмотря на то, что было некое преимущество в виде желтой карточки соперника у Шапиева, поединок завершился очень быстро и не сумел из этого извлечь, к сожалению, наш боец какую-то пользу для себя. И вот сейчас третий бой. Здесь оба бойца дебютанты в ММА, но вряд ли можно назвать этих ребят неопытными. Особенно Магомедова, человек, который, как я вам прежде сказал, пришел из вольной борьбы. Наверняка человек из Махачкалы и занимавшийся вольной борьбой. Естественно, у него огромный багаж выступления именно в этом замечательном виде спорта. Ну и Фаридун Адилов также, он из Таджикистана и также представитель вольной борьбы. И мы знаем, это советская школа, и, естественно, борец он тоже наверняка неплохой. Поэтому будем интересно посмотреть на этих парней. Ну, пока что вот они начали действовать именно в стойке. Да, Адам поддавливает Фаридин Адилов своего оппонента. Видимо, переход из вольной борьбы в ММА дался для него, наверное, где-то легче, а где-то, может, наверное, опыта больше, работы именно в стойке. Потому что видно, что даже по дистанции, по чувству дистанции, он, конечно, опережает оппонента. И здесь есть первый тейкдаун за ним. Совершил ошибку. Вот, пожалуйста, справа добивание. Ну, еще есть такой момент у бойцов профессиональных. Любят они хитрить и пишут, что, мол, базовый стиль вольная борьба или самбо, а по факту оказывается, что бокс или кикбоксинг или еще что-то. Ну, немного, чтобы запутать своего соперника. О, посмотрите, хорошее справа попадание. жестко, очень да, конечно. Хорошее, мощное попадание. Фаридин, конечно, впечатляюще действует в этой ситуации. Так грамотно, хладнокровно, пожалуйста, обходит ноги, не заходит в гард, ищет свой момент, пробивает одиночными, довольно-таки жесткими ударами. И сейчас, конечно, вот отсутствие опыта именно в ММА, конечно, играет против его оппонента. Мухаммад Афанди. Какое попадание! Еще справа, еще! Слева туда же, еще. Да, и поплыл уже Мухаммад Афанди. И вот, пожалуйста, еще, встает да, на ноги, пропускает еще удар. Открывается еще пропускает. Без, скажем так, очень открыто шел он, пытался он сейчас пройти в ноги, но потихоньку восстанавливается после удара. На самом деле нужно бы сейчас попытаться дожать Фаридуну, своего соперника. Еще один хороший. Еще добивание. Удар. О, посмотрите. Да, конечно, хотя вот сейчас пару ударов пришлись в защиту, но тем не менее. Ох, еще справа мощно. Туда же. Но удар справа, неплохо слева, держит справа, Магомедов. слева. Ну, долго ли так будет продолжаться? Еще справа. Судье нужно остановить, наверное. Да, судье нужно в первую очередь определиться, что он хочет, потому что он уже здесь здоровье важнее. Да, на грани, потому что он то бросается остановиться, то нет. Вроде двигается, но знаете, но не видно, за счет чего может уйти из этой ситуации. Вот, пожалуйста, выбрасывать полотенце. Правильно вы сказали, Адам. Тут здоровье, конечно, нужно поберечь. Очень яркий поединок. И поздравляем Фаридуна Адилова. Действительно, красивый бой он провел, красивую победу одержал. Ну, а его сопернику пожелаем скорейшего восстановления. Достаточно мощный удар он пропустил. Да, конечно, не позавидую сейчас Мухаммад Афанди Магомедову, потому что, опять же, дебют сложился для него крайне неудачно. И довольно-таки возрастной боец, и переучиваться в этой ситуации ему будет трудно. Но, тем не менее, вызывает уважение, да, что решил он попробовать себя в ММА, проверить, не побоялся. Все-таки в 33 года мало кто, наверное, попробует именно решиться
дебютировать в ММА. Кстати, вспоминаю того же Рэнди Кутура, у которого, конечно, за плечами был колоссальный опыт и в греко-римской борьбе, и в рингсе. Вот он в UFC дебютировал, если я не ошибаюсь, 32 или 33 года. Ну а в 45 стал чемпионом. Ну, уже третий раз стал чемпионом. Вот так он несколько раз был чемпионом. Секундантами бойца с синего угла боя победу техническим нокаутом одержал боец клуба Ахмат Фаридун Адилов, Таджикистан. Друзья, и ваши аплодисменты его сопернику Махмуду Афанди Магомедову.